прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 27 января. Ночь Аль-Исра валь-Мирадж. Мусульманский мир отметил ночное путешествие любимца Творца из Мекки в Иерусалим и вознесение на небеса. Танец под ритм биения сердца. Рамзан Кадыров посетил репетицию ансамбля «Нохчо». Какую оценку дал глава творчеству коллектива? Актуальные темы. Принятие конкретных решений, направленных на улучшение учебного процесса, несомненно дадут положительный импульс. В Грозном состоялась первая в этом году коллегия Министерства образования и науки. Какие вопросы на повестке? Изящество, грация, великолепие костюмов, мастерство артистов – и все это под зажигательной мелодией. На протяжении многих лет ансамбль «Нохчо» радует своим искусством. Рамзан Кадыров посетил репетицию концертной программы творческого коллектива. Он прошел значительный путь, постоянно обновляя свой репертуар и создавая истинные образцы народного искусства. Артисты ансамбля завоевывают сердца зрителей и получают восторженные аплодисменты в самых престижных залах мира. О хранителях традиции Валентина Гусевская. Самая необычная репетиция прошла в государственном фольклорном ансамбле песни и танца «Нохчо». Ее посетил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Уже более 30 лет коллектив ансамбля выступает на мероприятиях как в Чеченской Республике, так и выезжает на гастроли по всей России. Их профессионализм подтверждается любовью зрителей и бесчисленными наградами и почетными званиями. Nardozi Italia da donna, nella ora sciarado, no ascolti donna, noci ora donna, e sei ora tanda tunde donna, ansam da hello se donna, sa mo hli rat donna, shigrom stilo dispezzo, cha lozer donna, yasha pesa donna donna, vichwa donna, so donna, shia donna, collective, yeah. Noche Rondon, Shalardon, Muhogizad, Izdon, Muhilla, Muhelinadon, Dolce, Denan, Vasanadon, Barclay, Esondon, Shro, Hadak, Edendon, Davididon, Michadon, Gestroshadon, Trombolchmetie, Vilchmetie, Dadwichdon, Waydon, Noche, O Jörgöshdon, Waitadon, Hallå, tehtävät isbacsalar. Adoldušno, amrašno, desnas bizkultūra net nacionālon. Adulde doidon. Vai mosso mat tater nadarbandoštan, nočežadon. Kazdudon, dikirdalmadon. Kriplešadalja, hitos, pihazat dikirdu, šulč, dikirdu Vai kurmetākan tatadulus, lečduvaidon dalmadona. Такой даже другой, даже отсюда, сами да, очень. Деятельность артистов ансамбля сохраняет многовековые традиции и творчество чеченского народа. Конечно же, за этим стоит большой труд, регулярные репетиции. Рамзан Кадыров пожелал им не сбавлять темп. В их работе главная ответственность, а с таким подходом в любой сфере можно добиться успеха. Disciplináriuston, ötmászkülőston,
سكولازيني سكولازيني سونغريب كتاي سوارك دايت بوشة شاب عندوش كولكتيف شاب تستعد خوش نعدون اللي يلدرم يدون ميل ولا داسون أشنا شين حلبة جابور دش شو خلا دون دي هذا شو دون هذا شيء برد باش متعدون إما بيرت صوت عامة صوت دون شو هوش بيرت عدوش ساين دوش شيء كولكتيف وجد دخلت هورا ما سامحت تديس مسألة هاي إذا تندلون شل عبيسان يدون تنودي شيء عاقي واشتون خدمة ديزر دونا خلها وقتو ديش كيبر دعوتو جيد أجوج حالا دون زيرا ما غدو يدون يشتغل دون خالد يشتون ريبيتي تشكا جولت يعلم وشغل بيشتون شو حصوصات صوصي دون دبلنتين شاش كده دون ريبيتيتش يشتون شيء تعبيرش يشتون عايش خلال دسنون لكن شحلس دون دائما دون خلال وقت دون دلا دون شديك جيت نقول إز بيلو من ميل ولا دون إز ديسيبلين ولا دون إمش عبارة هوا دام يقدروا هون دوي دام يقدروا خلاص إز شالير دون توسع شندق عليه في جوش خلاص إز دون خلال جات صوتن إيد صوتن ل في العبارة هو عن دعتن إسرائيل تندلون شالير دون دق دقر دون حرقت هوتع صدقنا السين دلج كيبر دون سين قهوة دوال سو قهوة شاجي دون تن بيسبيكتي هولداس دون تن ده شيء هورا جابوش من خوشوخ دون مني سهلام يردو من خوب لواد ريون جورد بيل ديبوتات من خوشوخ باش بس كان حنا من خير خوش ساواس شو يوري دون فيلموني دون دونا دون كولتور دونا دون هذا بالشاب داسون لقدر شكادون الشاش جيتنش شو كان يحرقتان الشاش جيت دون да диабет кривен да это За многолетнюю плодотворную деятельность каждому участнику ансамбля было выделено по 100 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Поема тело на deze marsdon is dan gewoon na dan zo 130 бошока хора на dan фонду по 100 тысяч рублей. Руководитель ансамбля, народная артистка Чеченской Республики Амина Ахмадова выразила благодарность за высокую оценку и заверила в дальнейшей приверженности творчеству. حسيق والي خاتون حدوق وشدوي خات دلاح خسيدين خدوت في نحو دال خون مكشلي صدق واقع وديل ريس خلقون دال مقلح نخشي خلق دوح نخشي كولتور دوح وقع في قردون خلي درخل دات صون داتي أحمد سيلا ريس خلقون زندين دالت тобой وشيطان. В составе ансамбля есть артисты, хореографы, исполнители, музыканты, которые годами работают на благо сохранения традиций. Именно они делают выступления особенными и не оставляют равнодушными зрителей. Абдулла он воевал, Османи да, Абдулла тоже в войнах, но At baba best we don sen mahado hoch bit sen do hor da mahado hoch bit do busen da son sen bakals boss non der resolution da это вот. Несмотря на все заслуги, артисты стремятся достигать новых вершин и впечатлять зрителей яркими и незабываемыми выступлениями. Валентина Гусевская, Сайтели Мампукаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Чеченским подразделениям, участвующим в специальной военной операции, доставят очередные автомобили повышенной проходимости. Рамзан Кадыров лично осмотрел внедорожники «Чангань» и выразил уверенность, что они облегчат выполнение поставленных задач и приблизят победу над неонацистами. Репортаж Лемды Джамалдиновой.
5 бронированных пикапов «Чанган» в скором времени доставят в расположение наших бойцов. Приобрел автотранспорт для нужд СВО заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Висхан Мацуев. Внедорожники повышенной проходимости очень важны на фронте, особенно в это время года. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что автомобили будут полезными для наших воинов и значительно облегчат выполнение поставленных задач. китайские машины, еще Чанган, больше Россия, Б4, бронина, приёж, автомат, рикошет, LG, ولا بومب يا أخي شيء كان بقى حبكة حبيلنا وسين صار هوديش أبوي مشان فعلا. لا صار ولا شو مشان دون برين ونقدش إزمز دون كلا وقت يش ماشين شو دون لا صار هوشم دون أمتى جاك وقو أم باش دون خزينة يوشم دون شو أنا وشنا ترك بيقولي شات هذا فعلا شن عليه لابد أمو أبيتك دوش عليك شيء ليش هم ليش دون شيء ده دون وزي ده بيعاني من الغرب والشمس طاوس يزبي شيء دون باي ما دون يلا ده سمار دون تكراز دون يش بيسن دون وين دون وين رازو ده بندش بوشان دون دعوة ده يا موجان دعها يك شاف يك شو ده خير بالبيش خلص دون الذين دعوا يسعى بيجحتي وقت بيش يا دون جوي ولا تري لا ما تيجي وش ده هم ضيع كاس حاجة كم تيجي وش هو ديكو دوب ماشين شو ده اسمه ده شيء ده دول Ранее министр также направлял российским подразделениям автомобили, дроны и комплекты военной экипировки, которые успешно были задействованы в выполнении боевых задач. За последний месяц уроны Ukraina, ja, dat is de boel. Europa, ga je ook dat is dan. Каждый государственный деятель субъекта вносит свой вклад в общую победу над фашизмом. Руководство региона с первых дней спецоперации находится в постоянном контакте с бойцами из Чеченской Республики, знает их нужды и делает все возможное, чтобы облегчить им возложенную на них святую миссию – защита Родины. Лимда Джамалдинова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Накануне мусульманский мир отметил ночное путешествие пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, из мекканской святыни Аль-Харам, Иерусалимскую Аль-Аксу, а затем его вознесение на небеса. Это поистине чудо, которое Аллах сотворил для своего посланника. В ту ночь он удостоился беседы с Господом миров без посредничества ангела Джабриля. В честь этого события во всех мечетях прошли религиозные мероприятия. Репортаж Турпала Тайсумова. Ночь Аль-Исра Валь-Мирадж ознаменовывает то, как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был перенесен из Мекки в Иерусалим и вознесен на небеса. В честь этой благословенной ночи во всех святынях прошли религиозные мероприятия. Глава субъекта Рамзан Кадыров поздравил мусульман с этим великим событием. В доме Всевышнего имени пророка Исы, мир ему и благословение Аллаха, прошла большая религиозная встреча с участием кадиев, имамов и прихожан. Совершив коллективную молитву, верующие перебирали четки, произнося имя посланника. В ночь Вознесения лучший из людей без посредничества ангела Джибриля имел беседу с Творцом миров, а также увидел много чудес. Ему было показано, какие воздаяния, соответствующие их деяниям, ждут людей после смерти. Подробности беседы с интересными фактами привел в своем выступлении для собравшихся муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев. شوز ليس وصعب حديث متواتر حديث دوش بوق بول شين شو عباج بيسير يوش عليه الصلاة والسلام إذا سيقل وقت شخين عديل الأمر خلا جبرائيل ملاك ديل سلام خير سلمان عليه ديان يوش عليه الصلاة والسلام سبخان بيرتو توصل رجبيسن دال حبيت المقدس والويق
سيلانش حلوة بوخ سيلان تلوشوش حضرتي حقا شو بوخ الجبرة الملك وداعي الجيلان في سودرشة إلى يشوع عليه الصلاة والسلام لا يمز إيتيرت ولا يمز يشوع إعا دير ملك شقيحة يبدأ ولا يمز يسلوش تلقي بيت بتيوش هذا حد يلسمان شربورات يعني الإمام نصف يسلوش دير يستيل سنة يلسمان شربورات يعني الجبرة الملك يدال أمر دين شهناح يلسمان شو دعنا od buraka šnuke, burako šterga, gaurel, žimloha još, vir marzel, žimleha još, su yuqadol što tkifu škol, din bu i hajb buz. Jabra al-Maliko khatirtum, yalsman da al-Maladitin, hayal šmojo, odjel hajal, erči, od yalsman čo burako ili bar. Deljer salavat salam ašalim, deljer خاتم الأنبياء سيد المرسلين وشو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يويش للي خزف دين ساعة يقول يستيش سن شوقي وش دلمت وش يلق شو شاير الواد. После продолжительной проповеди мусульмане прочитали мавлид, а также совершили обряд зикр, многократно воздавая хвалу Всевышнему и его посланнику. Муфтий также отметил, как именно следовало проводить день после наступления священной ночи. جبرائيل الملائك دو يقع جبرائيل الملائك دو سوشوي بايم عليه الصلاة والسلام سونس قميل خلبيسيو أقا يلش عليه الصلاة والسلام سون دل دوشتول معجزاتش بقيش بالخير بوق بوغلوش بو إذا استقل واقع إبيس ليرين وشاقيتا ويمحك عمسو ريو نعم مجدك شكاد عيولش مجديس شو ليل حق ورسا بايم عليه الصلاة ويترسا إشتا دونش دوغ ساعنش دو وزخل وجداله مسير مجلس قبول وزخل وجداله ودعنش نجوب ليل وزخل وجداله ومخنا أيمان عش ومخداس ويباتش عن رمضان عش دوش دول ساعة نش باش مولديك بولخ ميلبين مولديك بولخ بيتش بول هرديك بيلخش داله قبول ساعة دويل تانا يقوش براتون عدوي دين براتو يويقع داخرا براتو يويقع نعمة دوخ نعمة دويقع خاصة مشوبة بيش حال دويقع مصوخ أنا خاصة ما بيش حال دويقع ير نعمة خاصة برس بيلر دولش دات ويسخل وش دال ديكنس بيخن بيل عمد حاجنا دال درجة لقا وقلز هر فرتو هر مار شو دين مار شو واخر مار شو يوقش قايقنا دال جرجها شيء يوقي الحق يسنا شيء سيد غازو تدعدل لتو ويسخل وش دال إيش غازو تدخل البوش مصوه ويجري غازو قابل دايل ويسخل وش دال دنيا شعبق وطولة يل أوكرين ما قايقش بول ويجري عالش بول. По словам самих прихожан, явиться в Дом Аллаха в такую важную для них ночь – это одно из самых приятных и богоугодных дел, которого они ждали с нетерпением, чтобы вместе обратиться к Творцу с мольбой о милости и благополучии каждому. والله بودوي بخ سمع معتدل دي خوش بيخ زوج ميا اوتوزين هر خوش مشيت بچا رمضان دي ريس خيل اي مانا دي ريس خيل. Священные встречи состоялись по всему субъекту. Благодаря руководству региона мечетей много, и мест, соответственно, тоже. Гордость мусульман имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в ту ночь приняла солидное количество гостей. Высокогорные заснеженные районы и села также стали местом паломничества верующих. Этот день сплотил всех перед религией ислам, славящийся своим добром и благом для людей. Турпал Алита Исумов, Ислам Ибрагимов и Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. В селении Нижней Курчали Веденского муниципалитета состоялось открытие мечети после реконструкции. Заместитель муфтия Арби Джафаров вместе с главой администрации района совершили розба намаз в обновленной святыне.
Ремонтные работы проведены за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Местные жители выразили искреннюю благодарность главе региона и президенту фонда. إذا شهادة رجع ومخدة بركته وقطع بالشهر مسيرة صرخة صون ومخدة بركة دارس خلا دوردور وإيماني عجينة دال دقيا غيلز سنة دارس خلا دوردور تغنا إشاد رجع سير عدل بركة خلرة ويخوش خلا ديشتو وين إتسون دال قيتم بالله وندالج تغنا وين وشون بقى كان شون جندورهم شرخلون شكينا شون إذا شون بقى كان خلا خوش تنكي كان لا أولش Показатели анализа основных направлений образовательной сферы, итоги пересдачи ОГЭ, объективность проведения ГИА и достижения педагогов обсуждали на первой коллегии 2025 года Министерства образования и науки. Хошбау Дидаев подчеркнул важность совершенствования образовательных процессов и слаженной работы всех структур. Медина Мударова о стратегических задачах ведомства на этот год. Первая в этом году коллегия Министерства образования и науки Чеченской Республики прошла в лингвистической школе имени Юнуса Дишириева. Провел ее министр Хошбау Дидаев. Среди присутствующих руководителей образовательных учреждений со всего региона. На заседании был проведен анализ ключевых направлений образовательной сферы и представлен рейтинг муниципалитетов, где районы или городские округа имеют определенное количество баллов по каждому показателю. В этих районах не осталось ни одной школы, в которых хотя бы один ребенок, не выбрал физику. Объяснишь? Это уже информатика. Практически те же районы. И этот показатель, и тот выполнили. ДРС. Авуханово. Грозненский район, Ачхой-Мартановский, Урус-Мартановский район, Адауштек, Унцадало. Шалинский, Курчалойский, Натеречный, Гудермесский, город Грозный. Обсудили также итоги пересдачи неудовлетворительных результатов ОГЭ и объективность проведения ГИА. В частности, речь шла о медвежьей услуге, которую преподаватели оказывают ученикам, рисуя им оценки. Был проведен детальный анализ текущей ситуации, выявлены ошибки и недочеты. По словам министра, такие действия впредь будут контролироваться и жестко пререкаться. Образование должно основываться на честности и объективной оценке знаний. Тема зашла также о проведении промежуточной аттестации обучающихся по результатам ВПР. Хошбау Дидаев рассказала о критериях оценочных процедур. Формула как высчитывается? Каждая эта оценка умножается на свой вес, на свой индекс. К этой оценке прибавляется такая же оценка, другая, которая также умножена на соответствующий свой индекс вес. И в итоге эта сумма делится на сумму этих индексов весов. Простая математика, да? Что мы к этому добавляем? Что обязательно для всех. В конце каждой четверти все школы по всем предметам, но я не буду говорить про РИЗО, физкультуру, музыку, но если он предмечивается, труд оттуда уберем, все проводят четвертную контрольную. Дополнительно рассмотрели итоги самодиагностики в образовательных учреждениях в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и оформления школьных пространств по каталогу «Школа мечты». Надписи, которые вы будете применять по этому техническому заданию на стенах, я не знаю, на ригелях, потолках, они должны носить соответствующую направленность воспитательной работы. Любая пословица, поговорка, она всегда имеет смысловое значение, правильно? В той работе, в программах по воспитательной, в образовательных программах есть свои вызовы, есть свои какие-то там, я не знаю, цитаты и так далее, которые мы должны применять.
Министр подчеркнул важность совершенствования образовательных процессов, слаженной работы всех структур. Особый уклон делается на поиск молодых кадров и повышение квалификации уже работающих. Мы сегодня поднимаем в первую очередь вопросы престижа, статуса учителя, чтобы в каждом наших школах развивались и заработали полную ногу педагогические классы, чтобы соответствующая профориентация велась среди детей и, конечно же, подход самих директоров, чтобы каждый директор, руководитель образовательной организации был озадачен вопросом поиска новых кадров, омоложению кадров существующих, направлению своих же выпускников по тем направлениям, которые более актуальны для этой школы, района, сельского поселения, города, в котором они проживают. Такая встреча позволила не только выявить существующие проблемы, но и открыто их обсудить. Было рассмотрено большое количество вопросов, и они были рассмотрены достаточно четко, конкретизировано в цифровых показателях. Сегодня мы увидели много различных рейтингов, которые на федеральном уровне влияют на показатели нашего региона именно по всей стране. То есть это такие рейтинги, как оснащенность кабинетов, например, ОБЗР и труда, рейтинги выбора предметов по выбору на ЕГЭ и ОГЭ. И самое важное, наверное, сегодня подробно нами была рассмотрена система оценивания. У нас в электронном журнале есть средневзвешенная система оценивания, которая с прошлого года введена в городе Грозном, но, к сожалению, в республике не на все 100% проработана. И вот Хошбау Дюбарович отметил, что нам нужно сделать акцент больше на этом, донести до родителей, чтобы они понимали, что это справедливая и корректная по отношению к детям система оценивания. Мы получили очень много важной информации, очень много полезного, конструктивного. И мы будем исполнять наши недоработки, восполнять пробелы, которые у нас остались. По итогам были приняты конкретные решения, направленные на исправление выявленных ошибок и повышение качества образования в регионе. Открытый диалог, конструктивное обсуждение и принятие конкретных решений, направленных на улучшение учебного процесса, несомненно, дадут положительный импульс к дальнейшему развитию системы образования в регионе. Медина Мударова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Платформа учи.ру наградила представителей столичной системы образования. В 14-й гимназии прошло совещание руководителей муниципальных образовательных организаций с участием куратора онлайн-платформы Анастасии Егоровой. Она поблагодарила руководителей за активное участие и вовлеченность учащихся в проекты. В ходе церемонии награждения вручили благодарственные письма отличившимся сотрудникам образовательных организаций. Стартовал второй этап нового молодежного проекта «Дека-СААС» Чеченской госфилармонии имени Аднана Шабулатова. Единственным требованием для победы является наличие незаурядных вокальных данных. Репортаж Лемды Джамалдиновой. Исполнение гимна проекта «Дека-СААС» начался второй этап конкурса. Здесь собрались все, кто прошел отборочный тур. В этот раз организаторы решили разбить участников на команды. Ребята с волнением ожидали, когда их распределят, ведь для них, как и для наставников, было секретом, кому они попадут. Мне написал в Инстаграме Зубайраков. Зубайр написал, хочешь ли участвовать. Я согласился, я хотел проявить себя, показать свои навыки. Я хочу работать в филармонии и продолжать петь. Надеюсь, этот проект меня к этому приведет. Иншаллах. Каждая команда, состоящая из участников с разнообразными талантами и навыками, вместе с наставниками приступила к подготовке. Им предстоит выступление на отчетном концерте. Членами жюри являются известные артисты и официальные лица во главе с директором филармонии Элиной Муртазовой. По ее словам, данный конкурс – это шанс для самореализации тех, кто мечтает о сцене. Проект был запланирован еще давно. Это была моя, можно сказать, мечта. И когда я стала директором Чеченской государственной филармонии, это послужило для меня стимулом, чтобы запустить такой проект. Также это была инициатива главы нашей республики, который сказал, что культуру нужно развивать, нужно поддерживать молодые таланты, и, соответственно, это послужило таким толчком к запуску проекта. Мы проводили много прослушиваний, проводили их по районам, и мы выбрали 33 талантливых молодых ребят. Проект в первую очередь вклад в развитие чеченской культуры, в развитие эстрады чеченской. У нас будет очень много новых артистов,
которые в дальнейшем будут работать в Чеченской государственной филармонии. Диека Сан-Аз – это не только проверка талантов, но и возможность для участников показать свою индивидуальность, завести новые знакомства и получить бесценный опыт. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Вести Чеченская Республика. 25 января отметили День студента, праздник, который создает атмосферу радости, гордости и единства. Торжественно дату отметили и в Грозненском нефтяном техническом университете, вузе, который стал колыбелью знаний. О самом ярком и молодом празднике в следующем репортаже. Яркие танцы, трогательные песни и искрометные шутки. На творческом вечере ко Дню студента в Грозненском нефтяном техническом университете полно веселья. Ректор вуза Магомед Минцаев поздравил присутствующих, подчеркнув, что студенчество – лучшая пора, которая открывает множество возможностей для построения счастливого будущего. Желаю, чтобы вы были активными во всех направлениях. Во всех это имеется в виду в первую очередь в учебе, после этого в проектной деятельности, в научной деятельности, в молодежной политике, в патриотика. Ну, в целом активный молодой человек, он себя где-то находит, понимаете? Понемногу себя ищет человек, конечно, в итоге его находит, он себя находит. Грозненский нефтяной альма-матер предоставляет своим студентам большие возможности для развития. Дагмара Абубакарова учится на 3-м курсе по специальности бизнес-информатика. Она активная участница научных конференций, а еще состоит в проектной команде вуза. В 2024-м стала лучшей студенткой в номинации за успехи во владении знаниями. Как по мне, это самая лучшая пора, по крайней мере, в моей жизни, потому что очень активная студенческая жизнь, также проектная деятельность, профком, пресса, также научная деятельность, научные статьи, конференции, помимо этого культурная часть. И все зависит от желания студента, и все инициативы студенческие, самое главное, у нас тут поддерживаются как финансово, так и если с другой стороны нужна поддержка, всегда поддерживают идеи, начинания. Праздник в календаре появился благодаря открытию Московского университета в 1755 году и с 2007 стал одной из памятных дат страны. Самый яркий, веселый и вечно молодой День студента, а также праздник преподавателей, которые из года в год передают свои знания будущим специалистам. Интересных лекций, легких сессий и понимающих преподавателей пожелал заместитель руководителя секретариата главы Амирхан Сугаипов. А лучших студентов вуза здесь чествовали почетными грамотами от имени ректора. Награждается Идрисов Магомед Амиль Исаевич. В прекрасный студенческий период приобретаются не только знания, но и полезные навыки коммуницирования. По завершению учебы выпускники получают диплом верных друзей и множество теплых воспоминаний. Рамзан Абуев, Сайдали Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Чеченском госуниверситете открылся новый передовой центр управления полетами. Он направлен на укрепление научно-образовательного потенциала вуза и будет заниматься обработкой данных, полученных с космических аппаратов. Чеченский альма-матер активно развивает космические технологии и уже обладает 2 спутниками. Что запечатлела первой фотографии со спутника Нохчо Валентина Гусевская. Сама фотография, она сделана в тот момент, когда спутниковый аппарат находился над Чеченской Республикой. Сегодня пришла первая фотография со спутника Нохчо. В Чеченской Республике информацию с аппаратов из космоса теперь собирают в Центре управления полетами. Его открыли в декабре прошлого года в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» на базе технопарка Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. На борту спутникового аппарата есть фото-видеокамера, датчик измерения магнитного поля, а также модуль автоматического зависимого наблюдения вещания. Мы будем получать телеметрическую информацию с наших спутников, следить за их состоянием, за температурой, нагревом батареи и так далее, за их положением. Помимо эффектных снимков, в Центре планируют исследовать магнитные аномалии Земли, их влияние на сельскохозяйственную деятельность и экологию. Для сбора данных университет обладает 2 малыми спутниковыми аппаратами. На втором спутнике есть модификации, которые были дополнены. Это те же камеры, это те же модули АЗНВ, то есть которые позволяют нам уже получать снимки с космоса, да, которые позволяют нам уже получать больше информации, нежели чем от первого спутника. Вот.
В лаборатории установлена разнообразная техника, компьютеры, ноутбуки, VR-оборудование. С их помощью обрабатывают данные. В центре можно увидеть макеты тех самых спутников, с которых приходят данные. Их масштаб 1 к 1. Несмотря на небольшой размер, они выдерживают экстремальные условия в космосе. Перед запуском каждый спутник прошел 12-часовое тестирование с изменением температуры от -100 до +100 градусов по Цельсию. Сейчас перед сотрудниками стоит еще одна задача – набрать школьников и студентов на обучение. Программа разработана совместно с Курским Юго-Западным государственным университетом. В соседней лаборатории на 3D-принтере можно будет распечатать детали и прототипы космических аппаратов. Мы условно делаем модель при помощи программного обеспечения на компьютере. Далее эту модель конвертируем в формат для 3D-принтера, после чего он нам это все распечатывает. Мы это прикладываем, примеряем, смотрим, как это будет смотреться, будет ли это работать, будет ли это держать, после чего уже отправляем эту модель на какие-нибудь там лазерные разработки, где уже будет делаться конечный вариант ее. На основе полученных данных студенты смогут проводить собственные исследования, запускать проекты и стартапы. Обучение по программе бесплатное. Кроме того, в технопарке проводят и другие лекции, семинары и бизнес-тренинги. В ближайшее время в центр поступят беспилотные летательные аппараты для обучения их управлению. Также в планах у исследователей на следующий год запустить еще один спутник. Валентина Гусевская, Ислам Нацуров, Сайцели Мампукаев, Вести, Чеченская Республика. И напоследок. В Грозном прошла акция «Пристегните самого дорогого» с участием школьников и их родителей. Участники вручали водителям буклеты, напоминающие о важности соблюдения правил дорожного движения. Дети и взрослые объяснили водителям, что ремень безопасности – это простое, но жизненно необходимое средство защиты, способное спасти жизнь. Организаторами являются ресурсные центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и госавтоинспекция. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха, в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.